Иван, я родился в городе Якутске. Мама у меня вообще с балетом никак не связана. В детстве я особо ничем не увлекался, вот, особо каких-то интересов не было. Но вот потом, когда я был в детском лагере Кондрашвили, меня заметил один педагог, и так случилась моя судьба, что я поступил в эту школу. Изначально ты не понимаешь, куда ты идешь. Первый год всегда такой запутанный, но потом я понял, что это точно моя профессия. Вот, я уже учусь здесь 9 лет и не жалею об этом. Я очень горжусь собой тем, что я вот участвую в международных конкурсах, всероссийских, получаю какие-то премии, и тем самым я продвигаю якутский балет и, в принципе, развиваю культуру среди молодежи, показывая то, что все могут на самом деле. Если есть желание, то ты можешь достигнуть тех целей, которые ты хочешь. Участвовать в конкурсах я начал с 6 класса. Это первый конкурс мой был в Корее, KBC, в 2017 году. Там я занял бронзовую медаль. И для меня это был такой прям прорыв, отправная точка к моему успеху. Потом был в Казахстане конкурс, я тоже получил там премию. Это была первая премия. В Монголии был конкурс, тоже первую премию. 2 раза получил бронзу на всероссийских конкурсах. Были Дельфийские игры. Очень тоже масштабный конкурс, который мне очень запомнился. Там я получил серебро. На молодом балете мира в Сочи, который это тоже один из самых масштабных конкурсов, получил бронзу. Вот в Уфе был тоже первый конкурс имени звезды мирового балета Рудольфа Нуриева. Там я получил 3 золота. Для меня это, пожалуй, самое такое запоминающееся. Вот. Ну и недавно я стал отличником культуры, чем очень горжусь. Насколько я знаю, впервые вообще в истории Якутии вот студенты получили отличника культуры. Это я и Алисия Пак. Я считаю, что это большая ответственность, такой на самом деле тяжелый груз, потому что люди работают по 15 лет и только потом получают. Тут мы студенты. И я считаю, что это большой стимул работать дальше и доказывать, что ты по-настоящему достоин этого звания. Я встаю в 7 часов утра, там завтракаю, иду в школу, разогреваюсь. У меня в 8:30 класс, 1,5 часа, потом какие-то уроки, междисциплинные уроки, репетиции, постановочные, там, примерки костюмов, поэтому день всегда насыщенный. Я хочу поблагодарить своего учителя Хона Ильната Ивановича за то, что он помог мне в этом сложном деле, потому что педагог – это неотъемлемая часть любого артиста балета, потому что он тебя ставит, он тебя воспитывает, ставит ту основу, которая тебе будет нужна. Балет на самом деле дает человеку много возможностей, потому что то, что не можешь сказать, ты можешь показать. Говорят же, что человеку нужна физическая активность, и вот балет, я думаю, это самое то, потому что здесь прям не только ты можешь, ну, просто там какие-то танцы, прям пластичность хорошая, да. Вот, считают, что мужчины обычно не танцуют в балете, но считаю это как-то странно, потому что мужчины высоко прыгают, делают хорошие, сильные поддержки, которые, ну, среднестатистический человек, ну, вряд ли сможет. Я считаю, что мужская профессия – это как раз-таки артист балет. А в прошлом году я получил грант фонда будущих поколений, и на эти деньги, которые мне выделились, я полетел на международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира», где получил 3-ю премию и достойно показал нашу школу. Для меня это огромный шаг вперед, это стимул, это доказательство того, что я что-то умею, это подведение итогов, что я за это время смог сделать, подытожить, грубо говоря. Я желаю, чтобы молодежь развивала себя и республику на мировом уровне.